Приветствую, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Головчук, а вы находитесь на канале Координационного совета Беларуси. В каждом выпуске вы найдете самую актуальную информацию о наших инициативах, новостях и деятельности. Наши цели просты – построить свободное, справедливое и демократическое будущее для всех белорусов. По результатам слушаний по процедуре согласования представителей Объединенного переходного кабинета в Координационном совете 14 августа общим заседанием принято решение: Владимир Остапенко рекомендован на должность представителя ОПК по международному и европейскому сотрудничеству. Маргарита Ворихова рекомендована на должность представителя ОПК по молодежной политике. Вадим Кабанчук рекомендован на должность представителя ОПК по обороне и национальной безопасности. Я рада паведаміць, што агульным пасяджэннем як вышэйшым кіруючым органам каардынацыйнай рады было прынятае рашэнне аб ухваленні прадстаўнікоў АПК, якія 4 жніўня былі прызначаныя прэзідэнткай элект Святланай Ціханаўскай падчас канферэнцыі «Новая Беларусь». Гэта вельмі важная падзея, якая рэальна дэманструе высокую і адказную ролю каардынацыйнай рады. Гэта і дэманструе ўзмацненне ўзаемадзеяння беларускіх дэмакратычных сілаў. І я ўпэўненая, што нашыя структуры будуць і далей працаваць разам плённа і эфектыўна для дасягнення агульных мэтаў. Я шчыра вітаю спадара Уладзіміра Астапенку, спадарыню Маргарыту Ворыхаву і спадара Вадзіма Кабанчука. І жадаю поспеха ў працы. Дзякуй вам за вашу справу. Жыве Беларусь! Фракция «Белорусы», также известная как блок Прокопьева-Егорова, неожиданно изменила свою позицию по отношению к протоколу взаимодействия, подписанному во время конференции «Новая Беларусь» между офисом Светланы Тихановской, Объединенным переходным кабинетом и Координационным советом. В недавно опубликованном заявлении фракция высказала резкую критику в адрес документа и утверждает, что он вызвал широкий резонанс в белорусском гражданском обществе и демократических СМИ. Фракция выделила несколько ключевых пунктов, которые стали предметом их недовольства. Пункт 4.1 – автоматическое продление полномочий национальной лидерки до проведения честных и свободных выборов в Беларуси или до ее личного решения прекратить деятельность в этом статусе. Пункт 6.8 – снижение требований к отчетности ОПК перед КС до предоставления информации. Пункт 7.3 – наделение национальной лидерки полномочиями арбитра в разрешении разногласий между сторонами протокола. Несмотря на то, что изначально фракция «Белорусы» активно поддерживала протокол, их позиция кардинально изменилась. Еще 30 июля Андрей Егоров и его соратники проголосовали за принятие протокола практически единогласно. Кстати, Андрей Егоров был одним из тех, кто разрабатывал этот документ. Однако уже 8 августа Андрей Егоров и Вадим Прокопьев выступили против документа, заявив, что отзывают свои голоса и вынесли на рассмотрение общего состава КС опрос об отношении к спорным, на их взгляд, пунктам. Здесь вы можете ознакомиться с хронологией инициатив фракции «Белорусы», а также благодарим фракции, что в момент подготовки этого материала дали свой комментарий. Да, я считаю подписанный протокол о взаимодействии трех сторон очень слабым. Сегодня это выхолощенный документ. Но, в частности, там отсутствует какое-либо обязательство у представителя Объединенного переходного кабинета отчитываться перед делегатами Координационного совета. Такой отчет, напомню, прошел год назад, и планировалось, что он пройдет в августе этого года, и вот его не случилось. Более того, делегаты Латушка, делегат Коушек как-то и не планируют отчитываться перед сегодняшним составом Координационного совета. Именно поэтому этот протокол слабый. В нем есть еще достаточное количество слабых мест. Из него были убраны все взаимные жесткие обязательства. Они там, конечно, должны были быть. И тем не менее, я считаю, что менять его задним числом совершенно невозможно. Хотя мы инициировали голосование на этой неделе по поводу 3 крайне спорных пунктов в этом протоколе, которые вызвали бурное общественное обсуждение. Это в первую очередь, конечно, разговор о бесконечной легитимности Светланы Тихановской, но и во вторую о том, что Объединенный переходный кабинет все-таки должен отчитываться, а не просто ставить в известность либо информировать делегатов Координационного совета. Ну и третье о роли как Светланы Тихановской как верховного арбитра над всеми тремя структурами. Мы предложили такое голосование, в нем приняло участие чуть более 20 человек, к сожалению, остальные делегаты решили не голосовать, и тем не менее мы выяснили, что около 20
Делегатов от 19 до 21 не поддерживают прямо эти пункты. Они высказались либо против, либо воздержались. Вот это число около 20 делегатов – это четверть от всего списочного состава или 1/3 от числа активных делегатов, потому что у нас совсем не все принимают участие в голосованиях. Итак, 1/3 активных делегатов не поддерживает прямо вот эти пункты в этом положении. Это, в общем-то, то, чего мы хотели добиться, чтобы это положение дел о том, что не все делегаты за вот это бесконечное продление и оставшиеся 2 пункта, чтобы оно стало явным. И сегодня мы это видим. Тем временем Павел Латушко резко раскритиковал бывшего спикера КС Андрея Егорова, высказав несогласие с его действиями. Дзіўная гісторыя. Егоров кажа, я не тое меў на ўвазе. Але дзіўная гісторыя, калі мы паглядзім, што по протоколу ўзаемадзеяння 3 структураў офіс Светлана Ціхановская, кабінет і Координацыйная рада, які быў прагаласаваны ў Координацыйнай радзе, які атрымаў 93% галасоў за, у тым ліку сярод гэтых 93% галасоў голас за Ягорова, ніводнага голаса супраць фракцыі Пракоп'еў Егораў, яны пасля гэтага робяць заяву, што яны з гэтым не згодны. Зараз ён сказаў, я прызнаў легітымнасць таго, што адбываецца ў Беларусі. Ён кажа, я не тое меў на ўвазе. Гэта сур'ёзна? Гэта з пункту гледжання палітыка, гэта сур'ёзна рабіць такія заявы? Так прабачце, а чаму вы, калі было галасаванне, не паднялі пытанне? Чаму, калі Егораў быў вылучаны галасаваннем Координацыйнай рады ў склад рабочай групы, якая распрацоўвала протакол узаемадзеяння гэтых структураў, ён не сказаў ні слова супраць гэтага? Чаму? Чаму, калі яны ішлі на выбары ў Координацыйную раду, мы не чулі з вами ні слова аб том, што трэба паставіць пытанне легітымнасці Ціхановскай, што трэба ліквідаваць аб'яднаны пераходны кабінет? Чаму яны адкрыта і шчыра сваім выбаршчыкам не сказалі падчас гэтай кампаніі? Мы шлі на выбары з дакладным месседжам. Каманда, кааліцыя Латушкі, Рух за свабоду. Мы шлі за падтрымкай 3 інстытутаў: Ціхановскай, кабинета и Координацыйной рады. Латушко также дал ответ своим критикам, которые считали, что его выдвижение в Координационный совет было шагом к усилению его личных амбиций. Помните, колькі экспертаў рабіла закиды, что Латушко спрабуе перахапіць лідарства? Дзе усе гэтыя эксперты? Я хочу запытацца. Чаму як где? Вот у нас у комментарах, якія пишут. Я кажу, нет, про професійных экспертаў. Вы ўсе рабілі закиды, что Латушко хоча перахапіць лідарства. Латушко шоу з адкрытай, і ўся наша кааліцыя шчырай пазіцыяй падтрымаць Ціхановскую. І я казаў гэта ва ўсіх эфірах і дыскусіях. Думаю, што і на Еўрорады таксама. Падтрымаць кабінет, узмацніць і ўзмацніць Координацыйную раду праз абранне гэтага інстытута. На фоне этих разногласий Светлана Тихановская сделала важное заявление, касающееся ее статуса в будущем. В своем выступлении она подчеркнула, что будет продолжать являться легитимной национальной лидеркой даже после президентских выборов в Беларуси, запланированных на 2025 год. Светлана Тихановская объяснила, что ее мандат не ограничен временными рамками, а напрямую связан с достижением основной цели – освобождением Беларуси от диктатуры и установлением демократии. Нам нужны выборы, нам нужны голоса белорусов внутри страны. Потому что нельзя сейчас считать демократическим обществом только те, кто выехал. Наши люди внутри страны, мы должны это понимать. Да, у них сейчас нет голоса из-за репрессий, мы должны быть их голосом. И вот этот, говорят, вот мандат Тихановской. Послушайте, мой мандат, он не обусловлен временем, он обусловлен целью, которую мы перед собой ставили. И поэтому надо просто продолжать работать. Так получилось, что вот этот капитал, который мы себе всем демократическими движениями, там я в частности, нарабатываем, он же не для меня, он же для всех белорусов. И если начнется вот это вот, ай, давайте выборы, там еще что-то, наши демократические партнеры, совсем растеряются. Делегат Координационного совета от фракции «Наша справа», а теперь ее лидер Виталий Римашевский, выразил недовольство новым решением Евросоюза запретить ввоз секонд-хенда в Беларусь, заявив, что подобные меры бьют по простым людям, а не по режиму Лукашенко. В своем посте, опубликованном в социальных сетях, он задал вопрос, стоит ли Координационному совету обращаться к ЕС
ЕС в связи с этим решением. Виталий Римашевский не скрывает своего возмущения. Виталий Римашевский, к сожалению, никак не прокомментировал свое заявление нашей команде и не ответил на заданные вопросы. Медиакоманда Координационной Рады обращается к делегатам с просьбой откликаться на обращение и предоставлять обратную связь избирателям через официальные каналы. Это необходимо для поддержания связи с белорусами, которые делегировали нам эти должности, и для выполнения наших обещаний перед гражданами. А цяпер да навін і дасягненняў, якімі з намі падзяліліся фракцыі асабіста альбо размясцілі ва ўласных каналах. Каманда «Латушкі» і «Рух за свабоду» запрашае ў музей вольнай Беларусі, які дзейнічае на пляцоўцы народнага антыкрызіснага ўправлення. Тут з 6 жніўня стартавала выстава, прысвечаная Алесю Пушкіну, вядомаму беларускаму мастаку і палітвязню, які праславіўся сваім палітычным мастацтвам. Гэтая выстава будзе даступная для наведвання да 31 жніўня. Мерапрыемства мае не толькі культурны, але і значны грамадска-палітычны рэзананс. Алеся Пушкіна называюць сапраўдным героем Беларусі. Яго творчасць стала сімвалам супраціву рэжыму, а кожнае яго затрыманне і прысуд былі сведчаннем сілы духу і непахіснасці мастака. Год таму ён заплаціў найвышэйшую цану за сваю веру ў мастацтва і свабоду, будучы жорстка забітым у гродзенскай турме нумар 1 па загаду рэжыму Лукашэнкі. Па ініцыятыве НАУ на падставе сабраных матэрыялаў 5 жніўня у чарговы санкцыйны пакет ЕС былі ўключаны тыя, хто нясе адказнасць за смерць мастака. Начальнік гродненскай турмы Павел Казакоў і яго намеснік Васіль Каляда. НАУ таксама настойвае на атрыманні ордэра на арышт гэтых асоб і спадзяецца на дасягнення гэтага ў бліжэйшы час. Адказнасць будзе немінучай. Кожны з тых, хто удзельнічае ў палітычных пераследах і рэпрэсіях, панясе адказнасць за свае дзеянні. Я веру ў перамогу, я веру ў тое, за што змагаўся Алесь Пушкін. Мы ж зможам, мы ў стане ажыццявіць. Жыве Беларусь! Выстава стала магчымай дзякуючы намаганням шэрагу асоб і арганізацый, уключаючы НАУ і музей вольнай Беларусі, кіраўніцай якога з'яўляецца дэлегат ККР Наталья Задзяркоўская. Сярод тых, хто прыняў удзел у адкрыцці выставы, былі віцэ-міністр культуры і нацыянальнай спадчыны Польшчы Марта Чынькоўская, амбасадар Латвіі Юрыс Пойканс і прадстаўнікі амбасад краін Еўразвязу, Эстоніі, Нідерландаў і Літвы. Ініцыятарам выставы выступіў Яна Коўзель, куратар Андрэй Дурэйка. Арганізатары запрашаюць усіх наведаць выставу ў музеі вольнай Беларусі, каб аддаць даніну памяці Алесю Пушкіну, асобе, якая, безумоўна, стала символом белорусской борьбы за свободу. Наша медиакоманда будет оперативно информировать вас о последних событиях демократического движения, которое ежедневно сражается с диктатурой. Ваша поддержка может приблизить нашу общую победу. Всего 3 простых шага: лайк, подписка и комментарий способны сделать большой вклад, безусловно, если это для вас безопасно. Также напоминаем, что в описании вы найдете ссылку на сайт и телеграм-бот, через которые вы можете связаться с нами. Живе Беларусь!